В итальянском городке Кампо-Сан-Мартино появилась новая улица, которую назвали в память о детях Беслана. Такое решение приняли местные власти, напомнив тем самым о давних дружеских связях между Италией и областью Венето с Россией. Вице-мэр города Лучано Сандона подчеркнул, что очень важно сохранить память о жертвах одного из самых жестоких преступлений последнего времени в Европе. Работники Мичуринского форелевого хозяйства восстановили памятник неизвестным воинам. Во времена Великой Отечественной войны на этом месте шли ожесточенные бои. Погибшие солдаты 319-й мотострелковой бригады нашли вечный покой на Остинской земле. После войны на братской могиле появился деревянный крест со звездой. Несколько лет назад он сгорел. Узнав про это, работники хозяйства своими силами построили на этом месте небольшой обелиск. Того, как подожгли траву весной, он обгорел, пришел в негодность. И тогда я попросил ребят, своих товарищей, чтобы они помогли мне. Они с радостью согласились. Сейчас мы находимся на территории Мичуринского форельного хозяйства. Лет 5-6 назад, когда я приобрел его, здесь находился деревянный обелиск с звездой неизвестному солдату. Солдатских матерей поздравили с прошедшим весенним праздником. В непринужденной обстановке более полусотни женщин обсудили проблемы военнослужащих и их семей. Многие прийти не смогли, каждая вторая больна онкологией или сахарным диабетом, а некоторые не смогли пережить потерю своего сына. Матерям вручили книгу памяти в сборнике «История подвигов тысячи с лишним военных, погибших в Афганистане и Чечне». У меня сына забрали в армию срочником в Ереван. Там была спецгруппа их. Нам все не говорят, что происходит. А когда телеграммы дают, что от воспаления легких умирает солдат, я сказала, что за это просто надо наказывать. Городской конкурс хоровой песни, приуроченный к 70-летию Великой Победы, прошел в 11-й школе. В музыкальном состязании приняли участие 14 хоровых коллективов. Впервые подобная музыкальная битва в Северной Осетии проходила более 30 лет назад. Одно из условий конкурса – исполнение сочинений осетинских композиторов. Те коллективы, которым посчастливится попасть в финал городского отбора, примут участие в региональном хоровом конкурсе. В те годы, 70-е годы, конец 70-х, скажем так, коллективы хоровые были очень многочисленные. И приятно отметить сегодня, также спустя столько лет, что хоровые коллективы существуют, и что независимо от того, что происходит в стране, что происходит в мире, Осетия выбрала очень правильный путь, и этот вид искусства сохраняет на протяжении этих десятилетий. 13 учащихся представят Северную Осетию на всероссийском этапе Олимпиады школьников. Это практически в 2 раза больше, чем в прошлом году. Вероятность успеха велика, надежду на победу дают результаты, показанные на региональном этапе. Всего школьники Северной Осетии продемонстрируют свои знания по 8 предметам. Подготовиться к интеллектуальным состязаниям им помогут специалисты Республиканского института повышения квалификации работников образования. Математикой я увлекся с 5 класса. В первый год обучения мне понравилось быстрое умножение в уме. Этим меня завлекла математика. Занимаюсь ей по сей день. Хотел бы поступить на факультет мехмат. Хотел бы посвятить свою жизнь математике. Весеннее первенство Владикавказа открылось на кортах Академии тенниса «Асгард». В турнире участвуют около 100 детей из разных регионов нашей страны в возрасте до 16 лет. Матчи проходят в открытом режиме, насладиться игрой нашей перспективной молодежи может любой желающий. Те, кто никогда не видел большой теннис, вживую смогут ощутить его атмосферу. Турнир продлится до 21 марта. Отметим, это уже не первое весомое соревнование, проходящее на кортах Осетинской академии тенниса. Довольно редко у нас проводились раньше турниры. С каждым месяцем все больше и больше объем турниров у нас. Каждый месяц уже по турниру. Планируется летом по 2 турнира в месяц. То есть и постепенно теннис будет одним из передовых ведущих видов спорта в Осетии.